За чашкой чая и с букетом цветов. Министр иностранных дел Инна Ларценба пообщался с журналистами в неформальной обстановке. Местом встречи стал медиацентр МИД. Темой дискуссии любой вопрос. А их оказалось много. От международной политики до любимой книги министра. Одной из главных стала тема возможного переноса женевских дискуссий в Минск. И для наших интересов для их продвижения более эффективного Минск является более эффективной площадкой, и нам, конечно, было бы выгоднее находиться в Минске. Да, но смотрите, но при этом я хочу обратить ваше внимание на то, что я сказал до этого, что западные руководители дипломатических ведомств, руководители даже спецслужб приезжают в Минск и ведут переговоры с Александром Григорьевичем. Это, на мой взгляд, показатель того, что Минск может стать вот именно тем местом, где мы нащупаем этот баланс. И я вот считаю, что и западные представители могут тоже прийти к такому пониманию, что Минск может быть такой площадкой. Не факт, что они придут к такому пониманию, но определенные аргументы для этого у меня есть. Были вопросы, касающиеся работы министерства и изменений, произошедших в структуре за последние 2 года. Мы выстраиваем прежде всего дисциплину. И, на мой взгляд, у нас за прошедший год-полтора получилось выстроить такую слаженную работу нашего коллектива. Мы стараемся максимально эффективно выполнять задачи на разных направлениях. У нас большие проблемы, конечно, с нашим кадровым потенциалом. Например, надо провести переговоры с некоторыми ближневосточными странами. Соответственно, нужен человек, который знает соответствующий язык, знает историю, культуру народа, с которым нужно общаться. Конечно, у нас есть определенные с этим проблемы. Но в целом, на мой взгляд, коллектив формируется. В беседе с журналистами было отмечено, что пострадавшим от землетрясения в Сирии будут направлены модульные дома. Такое жилище представляет собой конструкцию, которая собирается и разбирается в краткие сроки. По поручению президента сейчас будем приобретать более 30 модульных домов, таких специальных для сирийцев, чтобы они там проживали. Как раз вот эти средства, которые были выделены Кабинетом министров, будем направлять на эти цели. Это правильная помощь, которая они сами мы проконсультировали, чтобы мы не приобрели то, что им не нужно. Соответственно, эти модульные домики для одной семьи, они были бы очень полезны. Инна Ларценба также рассказала об аттестации, которая проводилась по всем посольствам Абхазии в других странах. Министр, в частности, прокомментировал ситуацию с освобождением от должности Татьяны Гулия, советника-посланника посольства Абхазии в России. Мы принимали решения по всем посольствам. В посольстве в Москве было принято 4 кадровых решения. И одно из них вызвало такую реакцию у нашей коллеги. Хотя мы предложили Татьяне Георгиевне заниматься культурным направлением в посольстве, она на это согласилась. Мною подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. И, наверное, через 1,5 месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным образом, честно говоря, для нас опубликовала такой текст. Мы, честно говоря, несколько были удивлены все. Но наше предложение остается в силе. С точки зрения информации, информационных технологий, это то направление, которым занималась Татьяна Георгиевна, все-таки там нужны серьезные изменения. Если вы сравните информационную активность, например, МИДа Абхазии или других посольств с посольством в Москве, вы поймете, о чем я говорю. И в целом мы предложили новый законопроект о дипломатической службе, и там заложены механизмы ротации. Работать по 15 лет в посольстве – это неправильно. Но самое главное, что мы будем внедрять систему ежегодного продления контракта для всех сотрудников посольств. То есть в конце года, кроме посла. Посол – это все-таки президент. Соответственно, каждый сотрудник посольства будет сдавать нам ежеквартальные отчеты. В конце года мы смотрим на эффективность его работы, и уже мы сами можем либо продлевать ему контракт, либо не продлевать. Были и личные вопросы, касающиеся увлечений, интересов и хобби. Беседа получилась интересной и достаточно откровенной. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.